На эту деревню свысока теперь можно смотреть только в прямом смысле слова. К этим местам уже не подойдешь с привычным высокомерием городского жителя. Во-первых, потому что деревня Аняково совсем не та, какой видел ее в детстве ее самый известный уроженец. Здесь теперь и жителей куда больше, и удобств, то есть благоустроенности тоже. И во-вторых, потому что количество жителей, которые приедут сюда, в эту деревню в ближайшие годы, да вообще каждый год будет значительно больше количества людей, которые здесь проживают. Почему? Да потому что, посмотрите сами, вот этот дом-музей стоит уже достаточно давно, но насколько он обновлен, как живописно стала вот эта территория. А ведь здесь не всегда было так. Этот дом-музей Шарипа Шаймиева на улице Шарипа Шаймиева всего существует 15 лет. И мы помним, первый раз мы были здесь в 90-х годах, как буквально вот от этой калитки, вот до этого самого дома, по пояс в снегу мы здесь пробирались. Не всегда был этот дом. И это только один из магнитов. Какой второй и какой третий. Посмотрите, какая территория. Как здесь все облагородили буквально в последние дни. Здесь появилась огромная площадь, она зеленая, со скамейками, с дорожками, с цветниками. Все очень живописно, очень много малых таких архитектурных форм. Деревня совершенно преобразилась. Здесь все теперь выглядит очень даже по-городскому. Появился вот этот памятник. Очень много разговоров о том, почему памятник при жизни. Давайте вспомним, что Минтимер Шарипович недавно получил звание Героя труда Российской Федерации. И согласно указу президента России, Герой труда Российской Федерации должен иметь бюст на своей родине. Так что все сходится. Мы узнаем в этом человеке Минтимера Шариповича, но мы не узнаем деревню в этой деревне Аняково. И как будто подчеркивая это, здесь создатели всего этого пространства представили нам вот такую карту, где есть Казань, Нижнекамск, Челны, Альметьевск, Коктаныш и еще Аняково. Конечно, ведь это теперь одна из самых важных и самых туристических точек на нашей карте. Приготовления к открытию шли до самой последней минуты. Это не был аврал, обычные хлопоты. В доме-музее, который просто сверкает, сегодня осталась лишь вишенка на торте. Ну, я теперь буду гордиться всю жизнь. А вы-то как будете гордиться? Да, безусловно. Действительно сильно обновили. Вот посмотрите, как. И мы теперь вживую можем ознакомить всех этих посетителей вот с историей этого рода. И у нас такие достопримечательности теперь. И мы очень горды, что первый Герой труда России в Татарстане родился в нашей местности, в нашей деревне. За 100 лет это единственный человек, руководитель республики, который был награжден званием Героя труда. Вот прекрасный парк. Прекрасный бюст, который сегодня будет еще раз говорить о страницах нашей истории. Минтимер Шарипович – это наш первый президент, это наш Бен-Гурион. Не надо далеко ходить. Я учился в школе, и если мои друзья, мы с ними до сих пор, правда, дружим, это близкие школьные друзья, если хотели меня обидеть, то они называли меня татарин. Сегодня татарин – это знак качества. Это начинал и реализовывал фундамент всему этому, и дом этот строил Минтимер Шарипович, вся его команда, к которой я себя причисляю. Минтимер Шарипович, он біздің оқытушыбыз, это наш учитель, это наш наставник. Все мы вот здесь, руководство республики, мы воспитывались на примере Минтимера Шариповича. И мы ему искренне благодарны. Біз башыебіз Минтимер Шарипович сіздің алда. Сізге бик зор рахмат, ұзақ жылдар исәнлік, саулық тілейміз сізге. Рахмат сізге. Бюст Минтимеру Шариповичу Шаймиеву объявляется открытым. Я считаю, что то, что мы сегодня наблюдаем, это наш с вами общий труд всех и вся. Бик зор рахмат баразада, исәнлек, саулык иминлек. Рахмат Минтимер Шарипович, яқта матур истәлекләрегез өчен.
Но, конечно, главной изюминкой и главной неожиданностью для деревни Аняково, да и вообще для любой деревни, стало открытие вот этого живописнейшего парка и набережной под названием Бабайда-Кунакта, что в переводе с татарского на русский «в гостях у дедушки». Или, как мы все понимаем, в гостях у Бабая. И здесь мы действительно как будто у него в гостях. Вот это супер современная набережная, которой, наверное, не каждый райцентр в Татарстане может сегодня похвастаться. Конечно, все здесь создано именно с точки зрения того, в каком месте мы с вами находимся. Здесь очень много объектов. Вот там, например, лошадь, всем известна, любовь Митюн Шарипча к лошадям. Там радиоприемник, который они собрали со своим одноклассником еще в детстве. Здесь, вот, например, шахматы. Это, как все, наверное, знают, любимая игра первого президента Татарстана. Но, возможно, самый интересный, самый удивительный замысел находится вот в этих евросчетах Бабайда-Кунакта. Мы нажимаем с вами кнопочку. Играли, как правило, весной на солнышке на крыше коровника. Шахматы – древняя, мудрая игра. Учишься мыслить на много ходов вперед. И понимаем, что они говорящие, эти информационные щиты. И говорящие они причем голосом Минтимера Шаймиева. Здесь он, например, вот делится с нами воспоминаниями о шахматах. Так что это не просто какая-то набережная. Это, конечно, целый экскурсионный маршрут. И вот этот голос, наверное, все здесь может со временем обветшать, все здесь может быть со временем заменено, но голос останется. Останется с нами навсегда. Ну а сам герой Минтимер Шаймиев смотрел на все это убранство новых достопримечательностей села практически впервые, вот так, вживую. Видел изначальный проект и даже вносил в него небольшие коррективы, скорее убирал совсем лишнее, но с воплощением не был знаком. По словам первого президента, весь этот замысел изначально напоминал ему утопические прожекты Остапа Бендера в Васюках, но сбылось, и реальность превзошла ожидания. На самом деле это известное же произведение. Тем более, когда показывали, что и шахматная площадка, там будет это настоящие Васюки. Спасибо, значит, за такое высокое признание деятельности. И это вот по положению уже положено на родину бис поставить героем труда. Я не знал, что вот таким размахом, вот так тепло, вот так красиво, ну, от души, я бы сказал, кто бы что бы ни делал, начиная от бюста, сам парк, на хорошем уровне, но по-деревенски, я имею в виду, как делают сельские ребята. Душевно. Это потому что это нас от рождения сопровождает. Это не Васюки, это будет современным Аняково. Не Аняково. Наверное, со временем в деревне Аняково появятся и гостиницы, и кафе, и народные фестивали, а почему бы и нет? Появятся, наверное, и свои сувениры. Чем плох, например, вот этот, или этот, или вот тот. Мы же с разрешения сотрудников музея увезли с собой частичку этой земли, еще один плод, выросший в этом особом дворе. А я даже, конечно, пробовать не буду, я как сувенир ушану у нас. Таких яблок здесь не так и много. Во всяком случае, на всех людей, которые к вам сюда приедут еще, их точно не хватит. Да. А у вас сейчас будут 1000 людей просто. Мы очень рады. Ждем с нетерпением вот открытия такого парка, каскада прудов. И с трепетом ожидаем это открытие. Я очень сама горжусь, даже не передать словами вот эти чувства. Даже слезы наворачиваются. Вы что? Да. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней.